حي على الفلاح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Мы восхваляем Аллаха Субханаху ва Тааля, Царя Господа, Наделяющего, Создателя семи небес и земель. И мы посылаем мир и благословение Его любимому Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Мои братья и сестры, моя тема – достижение успеха через поминание Аллаха. Поминание Аллаха Субханаху ва Тааля – это качество верующего. Из Корана и хадисов мы были осведомлены, что Аллах через своего пророка велел: «О те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно! О те, которые уверовали, поминайте Аллаха Субханаху ва Тааля многократно! Делайте зикр Аллаха, дабы помнить Его, дабы восхвалять Его, прославлять Его! Ведь в поминании Аллаха, что говорит Аллах Субханаху ва Тааля в Коране? Их сердца утешаются поминанием Аллаха. Что происходит с сердцами? Аллах говорит, их сердца утешаются. Аллах сказал, в поминании Аллаха сердца находят утешение, находят мир, находят успокоение. Смотрите, я пару минут поговорил об Аллахе, а вы уже чувствуете, что происходит что-то сверхъестественное. Поговорил об Аллахе 2 минуты, а представьте, если говорить об Аллахе час. Муса, алейхиссаляту вассалям, поразительный пророк. У него были уникальные отношения с Аллахом. Я бегло освещаю эту тему, ведь у меня осталось 16 минут. Итак, у Мусы были уникальные отношения с Аллахом. Муса сказал: «О Аллах, научи меня дуа, научи мольбе, посредством которой я поминал бы тебя». И Аллах, Субханаху ва Тааля, сказал в ответ Мусе: «О Муса, Муса, скажи ля иляха илляллах». Мои братья, в наше время, к сожалению, вот было время, когда быть мусульманином было почетно. Мусульмане гордились своей верой. Быть мусульманином называлось привилегией. Сегодня мы бежим от этого. Сегодня Мухаммад стал Мо, а Мустафа стал Аланом, и так далее, и тому подобное. Почему? Потому что сегодня считается стыдно быть мусульманином. Валлахи, мои братья и сестры, вам нужно высоко поднять голову. Вы должны гордо поднять голову от величайшей чести, любви, величайшего дара, величайшего знамения милости Аллаха к каждому человеку. Когда Аллах дарует человеку свою милость, благословение, сделав его мусульманином. Это величайшая честь, которая только может у вас быть. Так вот, Муса сказал: «О Аллах, научи меня дуа». И Аллах ответил: «Муса, скажи ля иляха илляллах». Муса сказал: «Но ведь все рабы твои говорят это». Я хотел что-то особое. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «О Муса, если все 7 небес с их обитателями и 7 земель положить на одну чашу весов, а ля иляха илляллах положить на другую, слова ля иляха илляллах перевесят 7 небес и земель. И вы несете это в своем сердце. Сколько раз ты поминаешь Аллаха Субханаху ва Тааля? Поминание Аллаха. Пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал приблизительно следующее: сердца ржавеют. Сердца становятся ржавыми. Это естественно. Особенно в нашу эпоху, в наши дни. Ты ходишь, и это музыка. Вот знаете, был один случай. Валлахи, вчера говорил брату. Как-то раз я позвонил в компанию, и на том конце провода поставили на ожидание. Я любил музыку, когда мне было... Я и сейчас молод, но я говорю о более раннем прошлом. Я любил музыку, и оставить ее было для меня одним из величайших испытаний. Но по сей день, когда играет Майкл Джексон, меня поневоле так и тянет пуститься в лунную походку. Потому что такие вещи трудно отпустить, от них тяжело отвыкнуть. Так, о чем я говорил? Да, как-то раз по телефону я в ожидании висел на линии. И включилась песня. Я даже не хочу говорить ее название, чтобы с вами не произошло то же, что и со мной. И вот, значит, я вишу в ожидании на линии, и играет эта песня, и я со всей своей бородой и сунной делал вот так. Песня играла 2 минуты, всего 2 минуты, брат. И приношу клятву великим Аллахом, у меня заняло недели.
Недели, чтобы выкинуть эту песню из головы. Брат, честно, я вспоминал эту песню в своем намазе. Хотите верьте, хотите нет, братья, но есть люди, на которых Коран оказывает такой же или еще больший эффект, чем то, как действует на людей музыка. Потому что величайшее поминание Аллаха – это чтение Его книги. Ведь вы читаете чистое совершенство. Вы читаете откровение. Представьте, Аллах послал вам письмо. Спроси себя, брат, давай будем реалистами. Порой я расстраиваю сам себя. Иногда мы расстраиваем самих себя. Знаете, что поразительно? Кому-то из нас 20, 30, 40, а кому-то 50 лет. И после 50 лет жизни мы по-прежнему знаем те же аяты, которые выучили, когда нам было 6 или 7 лет. И еще Бог знает, правильно ли мы их читаем. Спроси же себя, брат, почему за 40 лет жизни, 40 лет, ты не выучил даже одного нового аята? Ты не выучил ни одного нового стиха из Корана. Мне это даже не нужно. Ладно. Так вот, за все это время вы не выучили ни одного нового аята. Знаете почему? Истина в том, что мы не влюблены. Честно, не влюблены. Вспомните, братья, когда вы влюблены. Ну же, братья, кто женат здесь? Женатые, поднимите руки. Значит, вы знаете, что такое любовь. А другие братья... Валлахи, братья, будем реалистами. Когда ты влюблен, что с тобой делается? Твой разум штормит вправо и влево. И валлахи, твое сердце, брат, ты живешь, ты чувствуешь каждый атом, словно каждый нерв моего тела наэлектризован. И я жду, что мой любимый человек ответит на смс-ку. Помню, когда впервые получил сообщение «Лол». «Лол»? Какой еще «Лол»? Помню, когда впервые прочитал BFF. Как это расшифровывается? Наверное, это значит «лучший друг навсегда». Это что еще такое? Но ты ждешь, брат, ждешь в предвкушении, что моя любимая ответит мне. Аллах отправил вам целую книгу из своей любви. Честно, когда вы последний раз открывали ее? Когда последний раз открывали? Мы носимся в поисках любви здесь и там, пытаемся обрести успех там и тут, высматриваем, разыскиваем, вверху и внизу. Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал вам Писание от себя, чистую любовь от себя, чистое откровение, чистое, чистое, чистое в каждом смысле, а мы пренебрегаем этим. Почему, мои братья? Поминание Аллаха, пророк Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям, поразительные слова. Он сказал, саллаллаху алейхи вассалям, и пожалуйста, не слушайте меня ради развлечения. Брат, твое сердце, вытащи его и положи на стол. И ради Бога, ради Аллаха, хотя бы раз в жизни, брат, позволь своему сердцу зашевелиться. Позволь ему зашевелиться, слушать и впитывать. Каждый сантиметр твоего тела изнывает по Аллаху, изнывает по поминанию Аллаха, а ты лишаешь его этого каждый день. Пророк Аллаха сказал, он сказал, разница между тем, кто поминает Аллаха, и тем, кто не поминает Аллаха, разница между ними, как между живым и мертвым. Разница между тем, кто поминает Аллаха, и тем, кто не поминает Аллаха. Он сказал, разница между этими двумя – это как разница между живым и мертвым. Такая разница. Халид бин Валид, один из великих, один из гигантов нашей уммы. Халид бин Валид. О нем передается сообщение, что он столкнулся с римлянами. А у Халида бин Валида был настолько дикий конь, такой лихой. И вот Халид бин Валид подождал, пока мусульманская армия уснет ночью, и затем в одиночку, Халид бин Валид в одиночку, оседлал своего коня и отправился к римлянам, к врагу, сам в одиночку, на разведку, разузнать об армии, что они делают, что планируют. И мусульмане были ошарашены. «Халид, что с тобой?
Ты амир и отправился на армию. Хоть бы взял с собой людей. А если что-то случится, убьют или что-то еще? А теперь оцените образ его мышления. Он сказал, разве вы не слышали, как пророк Аллаха сказал, что разница между тем, кто поминает Аллаха, и тем, кто не поминает, это как разница между живым и мертвым. Он сказал, что 60 тысяч мертвецов сделают с одним живым человеком. Что они сделают мне? Почему? Потому что когда ты поминаешь Аллаха, валлахи, твое сердце оживает. От поминания Аллаха субханаху ва тааля – это признак истинной любви. Истинной любви. Пророк Аллаха, время моего выступления выходит, сказал в хадифе. Пророк Аллаха сказал поразительную вещь, что Аллах субханаху ва тааля сказал примерно следующее. Если мой раб помянет меня, я помяну его. Если он помянет меня в душе, то и я помяну его про себя. А если мой раб помянет меня в обществе других людей, как мы делаем сейчас? Аллах говорит, я помяну его среди тех, кто лучше этих людей. Когда-нибудь видели счастье человека? Когда кто-то, кто выше по положению, упоминает его имя? Я сбился со счету, сколько раз говорили мне владельцы магазинов: «Эй, Хоблас, упомяни мое имя в лекции, а? Упомяни мой продукт, то и это». И он будет счастлив, если я прорекламирую. Счастлив! А что, если Аллах упомянет твое имя? Хочешь успеха? Так вот, пророк Аллаха сказал, у Аллаха субханаху ва тааля есть определенные ангелы. Работа этих ангелов в том, чтобы летать по всей земле и искать собрания, где поминается Аллах, как мы это делаем сейчас. Я не пытаюсь перевернуть этот хадис в Бухари и Муслиме, и это часть вашего вероубеждения верить в это. А если не верите, у вас серьезные проблемы с верой. Так вот, задача этих ангелов искать такие собрания. И как пророк Аллаха сказал, что эти ангелы находят эти собрания, в которых поминают Аллаха. То, чем мы заняты прямо сейчас. Так вот, когда эти ангелы находят такие собрания, они зовут друг друга. Представь, брат, представь. Я нашел это интересным. Смотря фильм, человек представляет себя героем, представляет, как он спасает галактику, он представляет, как гоняет на машине и делает так и вот так. Но слыша хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ведь это достоверная информация. Любимый брат, ты тем более должен пережить это во всех подробностях. Так вот, ангелы, найдя такие собрания, начинают звать друг друга. Идемте, идемте. Мы нашли то, что искали. И пророк Аллаха сказал, услышавшие этот призыв ангелы тотчас соберутся и расширят их круг до ближнего неба. То особенное чувство, которое вы ощущаете сейчас, никак не связано со мной. Так вот, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я смешаю два хадиса. Это два разных хадиса на ту же тему. Он сказал, ангелы не только приходят, но и окружают верующих своими крыльями. То чувство, которое вы сейчас ощущаете. Мой любимый брат. Может, это ангелы Аллаха. И Аллах спрашивает у ангелов. И, конечно же, Аллах все знает. В каком состоянии вы оставили моих рабов? Ангелы ответят, когда они восхваляли, освящали и поминали тебя. И Аллах субханаху ва тааля говорит ангелам, они видели меня? Это происходит прямо сейчас. Ангелы говорят в вашу пользу. Ангелы отвечают, нет, не видели. Аллах спрашивает, что было бы, если бы они видели меня? Ангелы отвечают, если бы они тебя видели, несомненно, еще больше восхваляли бы тебя, еще больше освящали и поминали бы тебя. Аллах говорит, чего они желают? Они хотят рая. Они видели рай? Нет, не видели. Что стало бы, если бы они увидели рай? Если бы они увидели рай, то еще больше захотели бы его и действовали бы еще осмотрительнее. От чего они прибегают к моей защите? Они прибегают к защите от твоего огня. Аллах говорит, а они видели ад? Нет, не видели. Что бы стало, если бы они увидели ад? Если бы они увидели ад,
то еще больше остерегались бы его, еще сильнее боялись бы его, и еще больше прибегали бы к твоей защите от него. Аллах Субханаху ва Тааля говорит ангелам: «Беру вас во свидетели, я простил их». А теперь моя любимая часть хадиса. Тогда ангелы говорят: «Господи, среди них был человек». И валлахи, такой человек очень часто бывает в толпе, а здесь таких может сотня. Так вот, ангелы говорят: «Господи, среди них был человек, грешный раб». Некоторые так опустили голову. Не знаю, может, кому-то сказали, что придет певец, кому-то сказали, что здесь будут кормить, или что-то еще, я не знаю. Ангелы сказали: среди них был человек, грешный раб, который проходил мимо и просто сел рядом с ними. Аллах же говорит: «Я и его простил, ведь они являются людьми, сидящими рядом с которыми не будет несчастен». Это успех, когда вы упоминаете Аллаха Субханаху ва Тааля, мои братья. Мои братья и сестры, 30 секунд. Правда, уже пора, но я договорю, сколько смогу. Поминание Аллаха должно стать вашей повседневной жизнью, так же, как еженедельное событие в вашей жизни. Одна из вещей, которые определенно помогли мне в религии, это то, что я дал обещание Аллаху, что никогда не пропущу лекцию в четверг ночью. Никогда. Моя жена рожает. Моя мать перелетает через море. Неважно, какие бы ни были оправдания. Я никогда не пропущу лекцию в четверг ночью. Проблема вот в чем. Я сейчас не сомневаюсь в вашем намерении. Проблема вот в чем, мои братья и сестры. Что нам нужно начать делать? Это надо ставить перед собой маленькие цели. Чего я хочу от вас сегодня? Сегодня я хочу от вас, чтобы вы были реалистами. Дайте обещание Аллаху Субханаху ва Тааля: «О Аллах, что бы это ни было, буду говорить Субханаллах 100 раз в день. Буду раз в неделю ходить в мечеть и слушать лекцию с этого дня. Начну читать, неважно, какой вызов вы сами себе сделаете. Просто дайте обещание: «О Аллах, с этого дня я начну и никогда не пропущу это снова». Вот в чем проблема. Обещание. Это обещание, ведь Рамадан пришел, Рамадан ушел. Каждый до Рамадана весь такой мотивированный. Ходишь в мечеть 2-3 дня и сдуваешься? Надоело. На следующий год, брат. Нет. Нет. Вам нужно быстро сделать намерение. И последнее. Проблема с нашим намерением в том, что за него нет штрафа. Вы подумаете, в смысле штраф, как за парковку, что ли? Да, как штраф за парковку. Наша проблема в этом. Вам нужно поклясться Аллаху, что вы будете читать полстраницы Корана в день. О Аллах, обещаю, я буду читать полстраницы Корана в день. И когда придет день, когда я не почитаю полстраницы Корана, а он, естественно, придет, о Аллах, на следующий день я прочитаю вдвойне и дам определенную сумму денег как милостыню. Если вы так сделаете и выполните обещание, и когда в какой-то день вы не почитаете Коран, сдержите слово, дадите милостыню и прочитаете вдвойне, в тот день, когда вы пропустите, сам шайтан придет, схватит вас за руку и скажет: «Не, дорогой, прочитай свои полстраницы, ведь если ты не прочитаешь, завтра ты дашь милостыню и прочитаешь вдвойне». أكتب الأصوات أقرأ أستشف المفردات وأرى همس المعاني بين طي الكلمات.